Журналисты НТВ якобы сняли честный репортаж о гибели Ильи. Говоря сухим языком административного кодекса РФ, демонстрации неприличных жестов, скорее всего, сопровождаемых словесными комментариями в адрес некой девушки, стоящей на остановке. Репортаж, конечно, начался с очередной лжи отца имам Али, они назвали его братом. Вот что сказал брат имам Али, Сафаржон Турдиев. Естественно, они полностью нивелировали то, как начался конфликт, якобы эти ребята шуточно, они показывали очень неприличные жесты. Я, правда, теперь не понимаю, как отличить, шуточно ли кого-нибудь насилуют, шуточно ли кому-нибудь пристают, шуточно ли запирают честь, достоинство, а вдруг шутят. Компания девушку, которой были адресованы жесты, знала, и это было что-то вроде дружеской, очень грубой шутки. Сегодня у меня состоялся разговор с одним из близких к имам Али людей, который достоверно знает то, что там произошло. Сначала они предложили ему пойти туда, где нет камер. 5 и 9-этажки, киоски, и всего одна камера, в объектив которой драка не попадает. Вот над входом в аптеку единственная камера рядом с этой остановкой. Шаг влево, шаг вправо, слепая зона. Там они набросились на него вчетвером, начали избивать. И этого им было недостаточно. Они брызнули на него перцовкой и стрельнули ракетной сигнальницей. И следы этого вы можете увидеть на его лице. Там у него стоит пластырь. Он убежал от них, пришел домой, там встретил своего друга дагестанца. На что ему его друг предложил пойти с ними и поговорить. По-человечески, скажем так. Имам Али, конечно же, согласился, но помня о том, какая участь совсем недавно постигла таджикского мальчика Кабилджона, которого зарезал нацист только за то, что он другой нации, имам Али взял с собой нож, опасаясь за свою жизнь, и пошел встречаться с нацистами. Когда они нашли этих нацистов, его друг дагестанец начал снимать на видео. Поздоровался с ними первым, но они ему не ответили, сказав с нерусскими, мол, не здороваются. После этого началась словесная перепалка. Дагестанцу они брызнули перцовкой в лицо, в очередной раз начали стрелять ракетницей. Имам Али испугался за свою жизнь и применил нож. После этого опять они стрельнули в него ракетницей, но не попали, и это было зафиксировано камера. И самое главное, на что бы я хотел обратить ваше внимание, посмотрите внимательно это видео. Драку начали именно нацисты. Об этом никто не говорит. И более того, эти люди держали в руках опьяняющие напитки. Посмотрите, у этого парня в руках пиво. Я не могу не отметить, что на сторону имам Али стал депутат от партии КПРФ Павел Тарасов, который также справедливо отметил то, что действия имам Али были самообороной. Максимально распространите это видео, учитывая, что лживые средства массовой информации, а также нацистские сообщества и бандформирования всячески лоббируют для него максимальный срок. Баракаллаху фикум.